февраля 1075-й день аннексии Крыма. Здравствуйте. Сегодня в Замане вы узнаете о таком. 10 суток в изоляторе. Эмиля Курбединова освободили. Я планирую продолжать работу. Другого выхода не видим. Волонтеры завозят в Авдеевку продовольствие, одежду и дрова. Люди замерзают. Майдан в Румынии требует отставки правительства. Адвоката Эмиля Курбединова освободили. Встречали его у дома родственники, друзья и активисты. Курбединов 10 суток провел в Симферопольском изоляторе. Его обвинили в распространении якобы экстремистского видео, которое он опубликовал в сети в 2013 году. Аллаху Акбар! Более 50 людей с шариками, плакатами и патриотическими лозунгами встретили освобожденного адвоката Эмиля Курбединова. Всевышний, дай мусульманам единство, дай победы. Прости нам наши грехи и воссоедини с близкими в райском саду. Насколько я знаю, основная цель была немного другая, потому что в административных делах обыски и задержания не проводят. На руках у Эмиля сын. Он не видел отца с 26 января, когда его задержали по дороге к подзащитному Сейрану Салиеву. Обвинили Эмиля Курбединова в распространении якобы экстремистской информации 4 года назад. Дома адвокат рассказывает гостям, как проходило наказание. Как будто день за 3 идет, когда один сидишь, ровно. В этом тоже есть благо. Ты становишься сильнее, приходишь в себя. Выйдя из изолятора, адвокат заявил, что будет продолжать защищать права крымских политзаключенных. Среди подзащитных Эмиля заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, журналист Николай Семина и фигуранты дел 26 февраля и Хизбут Тахрир. Мы будем работать, также защищать права людей и тех, кто сегодня находится за решеткой. Повлиять, конечно, повлияли. Дело в том, что меня выбили из нескольких процессов на время это. За это время продлили аресты моим подзащитным. Это уже не первое препятствие, которое ставит адвокату оккупационная власть. В октябре Эмилю угрожали открыть против него уголовное дело. Лидия Полянская, Заман, АТР. Семья Сейрана Салиева ждет его домой. На прошлой неделе крымско-татарского активиста арестовали на 12 суток за то, что он якобы размещал в социальных сетях материалы экстремистского содержания. До задержания силовики ворвались с обыском в его дом. Активиста Салиева должны освободить утром 7 февраля во вторник. Мы надеемся на благой исход этой ситуации. Как в отношении своего супруга, так и в целом других несправедливо осужденных ребят. И чем далее будет идти время, общественность она будет понимать абсурдность всего этого дела и абсурдность отношения власти в первую очередь к мусульманам Крыма. И в любом случае, несмотря на нашу малочисленность, несмотря на различия в силах, Всевышний Аллах с теми, кто уверовал в Него, кто помогает Его религии. И Аллах hepimizге yardımcı olsun. Пусть Бабашка вернется домой. Мы все его очень любим. Я очень соскучился по нему. За него побачить, чтобы он побыстрее выпустил. Ахтем Чийгоз не имеет отношения к организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года. Об этом заявил его адвокат Николай Полозов после 75-го судебного заседания по делу Чийгоза.
На суде рассматривали новостейные сюжеты украинских и российских телеканалов. Материалы, говорит адвокат защиты, доказывают, что представители проукраинского митинга не выбивали двери, чтобы проникнуть в здание крымского парламента. В открытую дверь зашли как сторонники территориальной целостности Украины, так и люди с пророссийскими настроениями. Также в ходе этого судебного заседания подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вынес решение оставить Ахтема Чийгоза под стражей. Ранее защита ходатайствовала об изменении меры пресечения из-за отсутствия доказательств вины Чийгоза. Заместителю главы Меджлиса вменяют организацию беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года, где в результате давки погибли 2 человека. Среди представленных кадров мы не видим никаких действий Чийгоза, направленных на организацию массовых беспорядков. Мы видим, что Чийгоз находится в правой части внутреннего двора. Его отделяют от места основных событий несколько десятков метров и огромное количество людей. Шум. Таким образом, ни подавать команды голосом, ни жестами он оттуда совершенно определенно не мог. Возможности правительства Украины в вопросе деоккупации Крыма ограничены. Об этом заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев. В интервью изданию «Апостроф» Джемилев заявил, что Украина рассмотрела истинное лицо крымских татар только после аннексии полуострова. Президент, наоборот, в Верховной Раде говорил о том, что мы в Крыму не тех опасались, оказывается. Практика показала, что именно крымские татары оказались больше украинцами, чем все остальные. Но у нас генетически мы знаем, что такое Россия. У нас меньше как-то произошла вот эта руссификация. И потом у нас было давно очень хорошо сформированное национальное движение. Со всеми структурами охвачен был почти весь народ. Или не почти весь. Как, например, Меджлис крымско-татарского народа – это орган, избираемый всем народом. И когда Меджлис заявил, что не признает оккупацию, требует вывода российских войск, это было практически мнение всего народа. А тех вот коллаборантов, там по всей Украине может набираться там 70-80 человек, но они меньшинство. В Авдеевке открылись все школы. Электроснабжение города восстановлено. На выходных массированные обстрелы окрестностей Авдеевки со стороны боевиков возобновились. Подробнее об этом расскажет Роман Спиридонов. Этот мужчина с внучкой пришел на стадион, где развернуты армейские палатки. Здесь можно согреться и попить горячего чаю. Несмотря на опасность, уезжать из города не хочет. Не хотите уезжать? Нет. Бронежилеты не носим. И наши внуки, мы здесь все рядом. Надо ехать, не знаю, куда ехать и что-то будет. Скоро будет лучше, мы надеемся. Будет все хорошо, все будет хорошо. Его внучка Маргарита сегодня пошла на уроки в 3 класс. Все школы в городе заработали, энергетикам удалось восстановить энергоснабжение города, а в 7-й школе запаслись дровами. На сегодняшний день только в нашей школе 270 учеников пришли. Возобновился учебный процесс. Мы учим всех детей, которые пришли, потому что некоторые просто побоялись прийти, остались дома, кто-то выехал. В городе, как и раньше, работают пункты гуманитарной помощи. Ее везут со всей страны. В частный сектор администрация завозит продукты. Около 100 наборов. У нас есть люди, вода, сюда уходит вода, самое необходимое, хлеб и наборы из продуктов самой первой необходимости. Там, где нет центрального отопления, спасаются дровами. Привезли дрова. Это низкий поклон. Люди замерзают. В прямом смысле слова замерзают. Отопление поразмерзалось. Даже могу начистить адреса. Отопление поразмерзалось, потому что почему? Газ перебили, а сейчас же все козырные. Печки поубирали. И пипец. За время обстрелов в городе повредило 179 зданий. Большинство в частном секторе. Среди горожан есть погибшие. А что бы ты хотел? Я бы хотел, чтобы включили свет, и все было хорошо, и война прекратилась. Роман Спиридонов, Анна Домбровская, Авдеевка, Заман АТР. Сохраним Авдеевку. Активисты, правозащитники и волонтеры
вышли на главную площадь Киева, чтобы привлечь внимание мира к трагическим событиям последних дней на востоке Украины. На Майдан люди принесли фотографии обстрелянной Авдіївки. Це Авдіївка, власне, зараз нещодавно фотографія з гуманітарної місії «Проліска». Вони фотографували, власне, мешканців там. Между столбами участники акции натянули проволоку и повязали на ней красные ленточки в знак солидарности с пострадавшими. Эта ленточка должна символизировать прекращение агрессии, солидарность с жертвами этой агрессии на Востоке и с людьми, которые сейчас потерпают от воєнного конфлікту. Всі ми хочемо миру, і хоч війна триває, і вона триває не тільки в Авдіївці, але і в Криму якимось чином, і у багатьох містах на Сході. І це найменше, що ми можемо зробити – вийти на Майдан і розказати про свою солідарність, про те, що світ повинен знати про те, що відбувається, бійці повинні відчувати нашу підтримку. Участники акции хотят привлечь внимание к конфликту на Востоке, который начинает разгораться с новой силой. Кроме вот такой акции и выхода сюда и повязания этих ленточек, необходимо делать ряд других действий. Продолжать, конечно же, давить на агрессора, чтобы действительно был отвод войск и не было перестрелок и так далее. Конечно же, необходимо давить на агрессора, чтобы он вообще ушел с Украины, освободил Крым. Представители Amnesty International призвали собравшихся подписать петицию к президенту Украины с требованием ратифицировать Римский статут. Он, по мнению правозащитников, дает возможность Украине использовать международное правосудие, чтобы привлечь к ответственности агрессора за преступления на Донбассе. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР. Руки прочь от Авдеевки. Россияне против агрессии их страны. В Санкт-Петербурге на Невском проспекте состоялась акция против действий России на востоке Украины. Активистам пытались помешать пророссийские провокаторы. Какие сепаратисты! Таких, как ты, в Майдане, которые доскакали, завалилась вся эта хуйня. Вот ты стоишь, не знаешь за кого, реально, за копеечку, да? Вот с этого все это. За копеечку. А их Донецк послушал, как хуйня. Донецкий своих продали. Вот эти все утверждения, что наших войск там нет, мы этому не верим. Мы верим и международной информации распространяемой, и всяким сведениям о погибших. Подходят больше мужчины пожилые. Один только молодой подошел тут матом. Посылал, что он Киев бы вообще разбомбил. Кто-то меня убеждал, что Беларусь и Украина – это наши страны, и мы имеем право делать все, что хотим. А вот в Америке что творится, вы бы видели. Я говорю, какое мое дело до Америки? Мое дело, моя страна, чтобы моя страна ни с кем не воевала, и чтобы никто больше не погибал. Чтобы наши мальчики, мужчины, женихи, внуки, сыновья не гибли никогда ни на какой войне. Майдан в Румынии. На главной площади Бухареста собрались сотни тысяч людей. Несмотря на то, что правительство страны отменило указ, смягчающий наказание за коррупционные преступления со стороны чиновников, протестующие не разошлись. Более того, акции разгорелись с новой силой. Теперь требуют отставки правительства. После отмены постановления правительство заявило, что подготовит новую антикоррупционную реформу. Массовые демонстрации в Румынии продолжаются вторую неделю. Дело не в одном указе, дело в политике в целом. Серьезно, мы уже устали от повторения одного и того же. Мы собрались здесь все вместе не столько для того, чтобы сменить правительство. Речь идет о людях, а не о кучке политиков, издающих законы ради своей выгоды. Они пытаются избежать наказания. Мне кажется, в этом все и дело. Потому что они не хотят говорить с людьми, они не хотят диалога.
Узники Кремля презентовали ко дню рождения арестованного в России журналиста Романа Сущенко, которого подозревают в шпионаже. Его задержали в сентябре прошлого года в Москве. На показ картины в Киеве пригласили семью журналиста и его адвоката Марка Фейгина. С ними беседовала наша Эльвина Сейтбулаева. Юля, дочь незаконно арестованного в России журналиста Романа Сущенко, читает последнее письмо отца. Разом нас багато, нас не подолати. Щиро дякую за підтримку та вашу силу і дух. Через 2 дня журналисту исполнится 48. Ко дню его рождения в Украине сняли фильм «Узники Кремля». В этой ленте вместе с Романом авторы рассказали историю других пленников Кремля. Ніяких подальших кроків не може бути, якщо заручники і політичні в'язні не звільнені. Оскільки для нас, для нашого розуміння, спочатку люди, а потім якихось політичні схеми. В цьому ми знаходимось абсолютно на іншому полюсі, ніж Росія. Вимога від Російської Федерації припинити обстріли України, вбивства українців. І друга вимога перестати вбивати їх, знаєте, в тюрмах. Я би, правда, хотів, щоб всі світові лідери щодня в своїх промовах згадували про долю наших політв'язнів. Тому що тільки разом ми зможемо зробити так, щоб ці люди повернулись в Украину. ФСБ задержала журналиста в прошлом году в конце сентября. Его подозревают в шпионаже. В Москву он приехал по личным делам во время отпуска. Его защищает адвокат Марк Фейгин. Он уверен, освободить журналиста можно только политическим путем. Судьба Романа будет предрешена в результате политических переговоров. В России действительно отсутствует независимое правосудие. В России оно контролируется политической властью. И мы не рассчитываем на то, что суд освободит Романа. Романа освободит международное давление, последовательное и неуклонное, которое в конечном итоге спасет и саму Украину. Супруга журналиста рассказывает, после задержания ни разу не удалось увидеть Романа. Новости о нем узнает через письма и адвоката. До дня народження ми йому написали чудові листи, дитина намалювала йому малюнок. Вони дуже любили грати в шахи. І він намалював, як вони з татом грають в шахи, як вони з татом ганяють м'яча в футбол. Намалював родину. Намалював торти з свічками і написав: «Тату, я тебе чекаю». Торт з України напряму нічого туди не доходить. Ви знаєте, тому, що на ми жаль, замовляємо всі там подарунки будуть чекати його, коли він повернеться. Эльвина Сейтбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Пока это все. Следующий выпуск «Заман» уже через 2 часа. Эфир телеканала АТР продолжает телесериал «Эртугрул». Оставайтесь с АТР. До завтра.